Такая дешевая жизнь в Таджикистане. Но не для таджиков. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете о Таджикистане с разных точек зрения. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новостях на нашем канале. قسم زیادی مواد شما برای البته برای خوراک برای زندگی اویله یه لینچور میگیری مثال سبزی پیاز کرچکه میگیری خندی سفید خیلی با زور راسا کمتر گوش میگیری. Жизнь в таджикской столице Душанбе, согласно международным меркам, абсолютно недорого. Сами душанбинцы, указывая на свой доход, не разделяют таких оценок. По их словам, с каждым годом их доходы все меньше, а расходы все больше. Два города из стран Центральной Азии, Алма-Аты и Ташкент, попали в список британского журнала The Economist как наиболее дешевые города мира. В опубликованном исследовании эти города замкнули пятерку данного рейтинга наряду с Каракасом, это Венесуэла, Лусака, Замбия и Дамаском, Сирия. Авторы исследования сравнили 130 городов мира на основе индивидуальных цен на 138 видов продукции и услуг. Душанбе, как и в прошлые годы, не вошел в рейтинг указанного журнала. Однако, если посмотреть на других сайтах, где публикуется информация для иностранных сотрудников о стоимости проживания в разных странах, то цены в Душанбе по ряду показателей ниже, чем в Алма-Аты и Ташкенте. Однако в данном случае информация предоставляется для экспатов, иностранных специалистов, которые, как правило, зарабатывают от 10 тысяч долларов и выше, что для Таджикистана просто немыслимая сумма. Сами таджики воспринимают информацию о дешевой жизни в стране с недоумением. А как вам статус Таджикистана как самой дешевой страны в СНГ? Свои ответы пишите нам в комментарии. Экономический обозреватель Пайрав Чоршанбиев говорит, что цены в действительности в Душанбе ниже других, но это больше свидетельствует об уровне бедности населения. Рынок всегда адаптируется под платежеспособность населения. Чем выше платежеспособность, тем дороже цены и наоборот. В то время как богатые страны импортируют качественную фабричную китайскую продукцию, к нам завозят самую дешевую. Это говорит о том, что дорогой товар население себе позволить просто не может, отмечает Чоршанбиев. По его словам, индикатором качества жизни могут быть данные об оттоке граждан страны. Все, кто мог уехать давно, это уже сделали. Остались в основном те, кому либо некуда, и те, кто так или иначе близок к властным кругам, и ему уезжать просто не хочется, поясняет собеседник. Например, Нуймон Саидов по образованию журналист, но уже много лет работает преподавателем в одной из столичных вузов. Жить в столице на одной зарплате, по его словам, может покрывать только частично текущие расходы. Если вам повезет и вы найдете хорошую работу, то, возможно, покроете все свои расходы. Но если работать на государство, то покупка машины или жилья для вас останется мечтой на всю жизнь. Нужно очень много работать, желательно на 2-3 работах, чтобы приобрести хоть какое-то имущество, говорит собеседник. Если раньше я тратил на продовольствие 12-15% своего дохода, то сейчас я замечаю, что около 40% денег уходит на питание. Естественно, приходится ограничивать себя в чем-то другом. Столица, говорит Нуймон, очень сильно изменилась внешне, но проблема с транспортом, доступом к горячей воде, сбой электричества не позволяют говорить, что жить стало лучше. К тому же находить работу с каждым днем все сложнее, поскольку частный сектор испытывает большой кризис, поясняет он. В настоящее время минимальная заработная плата в Таджикистане составляет 400 сомани, это менее 40 долларов. Среднемесячная номинальная зарплата 1406 сомани. Средний размер пенсии по республике составляет 303 сомани. И как, по-вашему, на такие деньги можно выжить? Минимум надо хотя бы 1500 сомонов, чтобы прожить. Но не только среднему рабочему классу тяжело. Фирдавс работает финансистом в одной из крупных организаций в Душанбе. За 10 лет работы в своей сфере ему удалось заработать на квартиру и машину. Но он признается, что из года в год его покупательская способность снижается. Моя зарплата по местным меркам достаточно большая и составляет чуть больше 1000 долларов. Но если раньше я тратил на продовольствие 15%, то сейчас я замечаю, что около 50% денег уходит на питание. Естественно, приходится ограничивать себя. Главным преимуществом жизни в столице он считает стабильность и безопасность. Главным недостатком снижения уровня городской культуры. С одной стороны, город меняется в лучшую сторону, появляется все больше заведений, торговых центров, новых красивых зданий. С другой стороны, среди населения все меньше наблюдается именно городского типа поведения. Возможно, это временное явление, отмечает Фирдавс. По официальным данным, уровень урбанизации населения в Таджикистане с середины 90-х остается на уровне 27%. Многие люди просто не могут себе позволить перебраться в город, и если ты родился в селе, ты там и останешься. Для сравнения, в соседнем
Кыргызстане этот показатель достигает 36%, в Узбекистане 37%, в Туркменистане 50%, а в Казахстане 53%. Эксперты объясняют такой феномен тем, что в городах Таджикистана, в том числе столице, жизнь остается сложной и не совсем привлекательной, ввиду отсутствия работы, жилья и тому подобное. Поэтому население предпочитают свои села, где имеют доступ к земле и перспективы для своего содержания, хоть какую-то. Ведь сейчас люди даже живут в городах, но почему-то должны отапливать свои квартиры буржуйками и жить будто в селе. И несмотря на то, что они живут в большом и красивом городе, но красота никому не нужна, если нет просто банальных условий для жизни. На этом у нас все. Цените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.